Это видео для Хоши Юртовского «Ушлепка». Поэтому как-то без приветствия, без ничего, это существо того не заслуживает, конечно же. Это предатель чеченского народа. Вот. Буквально вот на днях я выставлял видео, там я в поисках этого ушлепка, халуя Путина на заправке. Ну, дело в том, что я троллил там, хотя я говорил, что я там в Ростове и так далее и тому подобное. Не был я в Ростове и быть не могу сейчас, конечно же. Знаете почему? Но это был просто троллинг. Все дело в том, что в этом году этот Кадыров, он записал видео в Ростове на заправке Роснефти и говорил, что якобы он на территории Украины. И, соответственно, я опровергал эту ложь в то время и говорил, что это существо никогда не посмеет поехать в Украину, там, где идет война. И его окружение не позволит ему поехать в Украину. И буквально недавно, там еще они записали видео, где его двое сыновей захватывают пленных и так далее и тому подобное. Все смеялись, да, и в том числе я тоже. Было интересно посмотреть на эту сказку. Вот. И хорошо, что ситуация в Украине изменилась, и люди поняли, кто есть кто. Кто есть чеченский народ и кто есть вот эти предатели из числа чеченского народа, то есть предатели чеченского народа. Мы показали всем, в том числе украинцам, мировому сообществу, что чеченцы не поддерживают эту войну. Это грязная война, это грязная война Путина и его ушлепка Халуя, который является, ну скажем, ну я уже назвал его Халуем, рабом, то есть. Вот. Чеченский народ никакого отношения к этой войне не имеет. Мы против этой войны. И везде говорим, что истинные чеченцы сегодня поддерживают Украину и будут ее поддерживать до победного конца. Пускай это знают все, и в том числе вот этот предатель чеченского народа Кадыров. Вот. И вот буквально вот на днях я чуть-чуть там потроллил тоже, записывал разные видео. Хотя в действительности я против того, чтобы называть его имя и так далее и тому подобное. Он того на самом деле не заслуживает. Вот. И вчера я увидел очередное видео, очередной тикток этого предателя чеченского народа Кадырова. Это существо или животное, или существо, там непонятно что. Ну, в общем, оно лежит на диване и называет себя воином, призывает людей воевать, не может открыть глаза и не может сказать слова, связать свои мысли. Вот. Ну, там в своем этом видео, последнем видео, он называет мое имя, также имена других людей. И я хочу подойти к одному моменту, прямо ему сказать: Кадыров, какой же ты смешной. Да, вот мы смеемся, когда вот ты вот так выступаешь, записываешь эти видео. Ну, это как анекдоты, понимаешь. Видел твое видео, вот, и скажу тебе одно. Год тому назад, даже 2 года тому назад я тебя предупреждал, что ты ответишь за то, что ты назвал мое имя. Вот, и за то, что ты пытаешься очернить саму идею Ичкерии, а также героев Чеченской Республики Ичкерия. Вот. Тебе это не удастся, тебе это никто не позволит. С тебя сделают спрос, и ты за все ответишь. И в то время, когда я тебе это говорил, год тому назад, 2 года тому назад, я тебе говорил, ты у меня допрыгаешься.
допрыгаешься настолько, да, ты сейчас недоступен. Я тебя не смогу найти ни в трубах, ни на заправках. Нигде я тебя не смогу найти сейчас. Ну, нет возможности такой. Вот. И мое отношение к тебе, вот, ну, знаешь, тебя трогать, себя не уважать. Вот такое у меня отношение к тебе. Брезгливое самое. Вот. И я тебе тогда говорил, ты у меня сядешь на таблетки. И даже добавил, ты будешь у меня работать на аптеку. Ну, ты понял, в чем суть. Сегодня ты, который называешь там других людей, ты любишь это делать, ты называешь там наркоманов там, и так далее и тому подобное. Ты сам наркоман. И твой брат был наркоманом. И я не хочу, конечно же, про убитых, там, погибших говорить. Мы не похожи, мы совсем разные. Это вы умеете делать. Но я тебе скажу, напомню историю. Это было в 98 году, насколько я помню. Твой брат, будучи наркоманом, убил человека на заправке из-за пистолета. Вот. Ну, заливал там бензин, в общем, поспорил, наехал на простого гражданина нашей республики и застрелил его. И все правительство Ичкерии, я тебе скажу, ездило к тем людям, чтобы оставили кровную месть. У нас кровная месть, что ты все это знают. Вот. И добились этого. То есть, благодаря властям Ичкерии, вам простили вот эту кровную месть. Но вот эта кровная месть, то, что ты сейчас творишь с людьми, и то, что ты творил ранее, это тебе никто не оставит. Нормальный человек тебе это не оставит. Вот. И придет день, когда ты ответишь за все это, народ спросит с тебя и с других там лицемеров, вредителей и тех людей, которые разделил наше общество. Сделают спрос, особенно в первую очередь с тебя. И вот, ты лежишь сегодня на диване, называешь себя героем и призываешь людей воевать. Воевать в той войне, которая абсолютно не нужна ни тем людям, кого ты призываешь, и тем более чеченскому народу. Ты призываешь погибать, умирать за Путина и за Россию, которая веками убивала чеченский народ. И ты, существо, самое брезгливое, ты должен помнить, что ты встал на ту сторону, которая веками нас убивала. Вот в течение 2 войн последних было убито 300 тысяч мирных жителей минимум. Из них 40 тысяч дети. Вот почему тебя называют предателем чеченского народа. И ты, существо, лежишь так на диване, не можешь открыть глаза, не можешь связать свою речь, призываешь людей воевать против Украины. И ты за это тоже ответишь. И только самый низкий человек будет призывать женщин воевать. Вот буквально недавно твои халуи записали такое видео, где женщины стоят в строю, и что они готовы поехать в Украину воевать. Ну, понятное дело, что это все делается под давлением, под твоим и путинским давлением. Вот. И то же самое делал твой отец. 95-й, 96-й год на митингах, где люди собирались у нас в республике против войны. Твой отец призывал, стоя на тракторе, в то время шла русско-чеченская война, и он призывал на войну все население нашей республики. А также, что я хочу сказать, он призывал женщин воевать против русских. Вот, твой отец это делал. И он говорил, добавил к этому, что каждая женщина должна выйти
против русских. И если она выходит, то она может даже не спрашивать своего брата, отца, там, мужа. И ты сейчас идешь по этому пути. Да, действительно, это Ахмад путь. И ты идешь по этому пути. Это путь предателей чеченского народа. И вот буквально недавно ты говоришь, что чеченскому народу нужно собрать 300-400 тысяч людей, чтобы отправить воевать против Украины. Это на твоей совести будет. И ты за это ответишь. Обязательно ответишь, иншаллах. Это не наша война. Это не наша война. Продолжай лежать на диване. Все будет хорошо. Вот в таком состоянии ты останешься. И чтобы ты не отходил от этого состояния, в котором ты сейчас находишься, глотай свои таблетки. Я был сторонником того, чтобы ты жило, понимаешь? Чтобы ты существовала, но мучилась за все то, что ты творил с нашим народом. Вы перешли все границы, и перешли их в 99-м году, когда к власти пришел Путин, то есть он захватил ее. И за все придется отвечать. Так что живи в своих муках, а потом, после твоей кончины, когда наступит этот день, тебе и другим, тебе подобным придется за все ответить, иншаллах. Вот что я хотел сказать. Сдержанно, так получилось, потому что меня воспитывал Масхадов, а не Кадыров. Хакик Варнио.